Домашняя арена Андерлехта носит имя легендарного президента клуба Константа ван ден Стока. В годы его правления брюссельцы добились наибольших успехов в своей истории. Кубок УЕФА, 2 Кубка Кубков и 2 Суперкубка Европы. Однако стадион в западной части города был построен задолго до этого, в 1917 году, через 9 лет после основания Королевского спортивного клуба Андерлехт. А нынешний вид арена обрела в 1983-м после капитальной реконструкции. На сегодняшний день трибуны вмещают порядка 28 тысяч зрителей. Однако в Еврокубках предельный лимит немного скромнее. Согласно регламенту, стоячий партер за воротами превращают в сидячий. В целом стадион производит приятное впечатление. Уютно, функционально и со вкусом. В духе старых футбольных традиций. При этом газон самый что ни на есть новый, постелен буквально на прошлой неделе. Игроки «Локомотива» оценили поляну и, похоже, остались довольны. За сутки до матча гости провели на арене плановую тренировку, а Дмитрий Сычев успел поработать не только с мячом, но и с микрофоном. Для нас этот матч очень важный, потому что на кону прежде всего наш престиж. Мы понимаем, что мы уже вышли из группы, но мы приехали сюда не туристами. И мы об этом уже разговаривали на протяжении недели, готовясь к этому матчу. И мы сюда приехали дать бой, во-первых, Андерлехту и победить. Как следует из слов Дмитрия, команды настроены решительно. Мысли о грядущем отпуске отложили до четверга. Кроме престижа, первое место в группе в случае победы с нужным счетом позволит избежать в 1/16 встречи с английскими грандами из Манчестера. Впрочем, говоря об этом, вице-капитан «Локомотива» не упустил возможности блеснуть дипломатической риторикой. Если судить по перспективам в Лиге Европы, то, наверное, лучше избежать. А если по личным амбициям, то хочется встретиться очень сильно.